Смелость, решительность, энергичность. После аварии на Чернобыльской АЭС многие из ликвидаторов ее последствий смогли продемонстрировать в экстремальной ситуации свои лучшие качества. Евдат Сибагатович Каримов, работавший тогда в производственном тресте жилищного хозяйства, вместе с другими военнослужащими запаса строительных войск Приволжского военного округа был экстренно мобилизован на полгода для ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. Вспоминает, как готовили общежитие для специалистов-атомщиков, которые, приезжая на вахту, работали по очистке территории и захоронению разрушенного реактора. Трудились в опасных местах и порой даже не понимали, что происходит. В 1987 году, 19 сентября уже мы были, как сказать, в Чернобыле, в самом Чернобыле уже. 9 мая отсюда призвали, и 19 уже первый Приволжский военный округ образовался. Вот мы, первый Приволжский военный округ. И с 19 по 11 сентября. 11 сентября уже домой приехали. Ну, в Чернобыле чем? Готовили вахтовикам квартиры. У всех профессий разные были. Ну, как строители нас. Ужасные воспоминания, конечно. Там в Припяти зайдешь в город пустой, все брошенный. Как, сказать, как город Сибай, по величине больше. Но страшно смотреть. Конечно же, работа в самом очаге радиации не прошла бесследно. Все это сказалось на здоровье. Чернобыльцы жертвовали собой ради спасения мира. Отрадно, когда их заслуги отмечаются наградами. Сегодня в администрации города Евдату Каримову вручили сертификат на приобретение жилья. Радостно, конечно. Ждал с 2014 года. Ну вот, дождался. И все будут получать, кто в очереди, кто где, в каких районах, городов стоят. Вот. На вручение Евдат Сибагатович пришел со своей семьей. Супруга и 2 детей – его надежная опора. После Чернобыльской катастрофы наш герой понял, что главное – ценить каждый прожитый день и радоваться тому, что имеешь. Лиана Кириллова, Гульхамитов, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.